Я вот на сайте у вас увидел объявление, по этому поводу звоню по коммерческой недвижимости в Абхазии. Да, слушаю вас. Я хотел бы узнать, какие условия вообще могу ли я, как не гражданин Абхазии, приобрести недвижимость. Ну смотрите, это будет не жилой фонд. Вот, это земли санаторно-курортного использования, то есть недвижимость, в которой вы прописаться можете, потом получить там паспорт, там гражданина Абхазии, это точно не про эту всю историю. Вот. А приобрести там нежилую коммерческую площадь, это про эту историю. Ну я как могу стать собственником этой площади? Вы на меня напрямую оформляете? Да, смотрите, собственником, именно получить свидетельство о собственности вы сможете только после того, как мы сдаем документы в БТИ. Вот. И, возможно, там осенью будут поправки по поводу закона об апартаментах на территории Абхазии в парламенте, на парламентской сессии. И тогда это можно будет оформлять собственность уже как апартаменты. То есть пока по закону не отрегулирован этот вопрос, я правильно понимаю? Ну, нет, юридически не запрещено гражданам России приобретать нежилые помещения. 50 метров от кромки воды стройка идет? 50 метров, да, это на территории Республики Абхазия разрешена стройка в 25 метрах от воды по законодательству. Я понял. Еще один вопрос. А если у меня фамилия грузинская, вообще по этнически грузин, ну, я с Абхазии уехал 30 лет назад. Как это может повлиять на сделку? Я не знаю, вот с этим очень сложно. Вот, скорее всего, как-то может повлиять на сделку, но мы этот вопрос будем прорабатывать, потому что, как бы, вы не первый. Здесь много людей живет с грузинскими фамилиями. Вот. Ну, как бы, поэтому, я думаю, вопросов не должно возникнуть. Но я бы поосторожничал на всякий случай.